Я собираюсь захватить этот бизнес. Посмотрите, у меня в руках самое настоящее золото. Я не дерусь ради денег. Я никогда не дрался ради денег. Я дерусь, потому что мне это нравится. Я люблю эту игру. Мне не обязательно тут быть. Я заработал себе на жизнь. Даже без этого я уже обеспечен. Я обеспечен с предыдущего боя. Я просто наслаждаюсь этим. Тогда почему ты здесь? Потому что я буду наслаждаться твоим позором, и я втопчу твою голову в канвас. И если ты сольешься, я все равно наслажусь этим. Если ты сольешься, я наслажусь тем, что произойдет с твоей семьей и командой. Так что давай сделаем это по-благородному. Но если ты сольешься, ты знаешь, что тебя ждет у тебя же на родине. А что меня ждет? Скажи мне. А что меня ждет? Скажи мне. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Хабиб, Флойд Мейвезер заявил, что Конор никого не боится. Что ты на это ответишь? Я Флойд Мейвезер в ММА. Закрой свой рот, чувак. Ты просто грязь. Твой предыдущий бой был позором. Твой предыдущий бой был позором. Сейчас я самый доминирующий чемпион в UFC. Это мой третий бой за последние 9 месяцев. 26-0. Я ни разу не проигрывал раунд. Я не понимаю, о чем этот парень, что он мне сделает 6 октября. Он думает, что виски ему поможет. О да. Следующий вопрос. Хабиб, Конор заявил, что он готов к твоему партеру. Что ты думаешь об этом? У меня вопрос для тебя. Что ты думаешь? Я не боец, но что ты думаешь? Я думаю, что он устанет, и потом я начну с ним играться. Потому что он сдается, когда устает. Он ушел в бокс и даже там постучал. Знаете, когда вас все время бьют, а ты постучал по окну автобуса, а ты постучал по окну автобуса, а ты постучал по окну автобуса. О чем ты говоришь? Ты 4 раза постучал. Я постучу твоей головой по канвасу. Я постучу твоей головой по канвасу. Следующий вопрос. Хабиб, салам алейкум. Конор, поздравляю тебя с твоим виски. Спасибо, сэр. Можем услышать прогноз на бой? Ты не можешь говорить салам алейкум и поздравлять с виски. Так ударь его, сделай что-то. Он тебя оскорбил. Так сделай что-то или закрой свой рот. Гребаный придурок. Просто сука. Спасибо, сэр. Салам алейкум из Ирландии. Так можно услышать прогноз? Просто доминация. Его голова будет на канвасе. Весь его треп закончится 6 октября. Назовешь раунд? Сколько потребуется? Я думаю, что первый. У него стеклянный подбородок. Мои чеченские друзья в Вайнахе рассказали, что у них там куриные подбородки в Дагестане. Я им верю, потому что я знаю, как выглядит такой подбородок. Его постоянно болтают в боях. Я видел, как его брата потушили в другом промоушене. Я знаю, что он боится моего удара. И если он боится удара, это будет для него словно выстрел из ружья. Так что я думаю, что все закончится в первом раунде. Но я ошибался в прошлом, так что я буду готов к 5 раундам. Вы смотрите на настоящего ветерана. Я через все уже проходил. Я был и там, и там. Я был и в боксе, и я был в ММА. Я готов ко всему. Но у этого парня стеклянный подбородок. Бомж. Я разобью его, как стакан. Боже, спаси его душу 6 октября. Хабиб, у тебя есть прогноз? Хабиб, твой отец получит визу США на этот бой или нет? Я не знаю. Думаю, что нет. Конор написал пост о твоем отце, в котором он назвал его трусом. Это как-то повлияло на тебя?
Самое важное — это 6 октября. Он будет говорить, я знаю, 6 октября, вот что важно. Когда октагон закроется, посмотрим. Чеченцы знают, о чем я, когда обозвал его трусом. Что за чеченец? Он запостил в Инстаграм фото с Кадыровым. Кадыров — это сумасшедший диктатор. Но отец Хабиба лизал его задницу. Он выложил это фото и написал: «Вместе мы сильнее». Это фальшивое уважение из страха. The caption is "Together we are stronger." It's such fake respect out of fear. Чеченцы знают, что если бы у его отца была возможность воткнуть нож ему в спину, он бы это тут же сделал, чтобы взять все под свой контроль. Но он ничего не сделал, потому что он дрожащий трус. Он указал уважение из страха. Вот откуда это. Я не знаю, чему его научил его отец, но мой отец меня научил, что никогда нельзя сдаваться. И всегда будь уважителен. Вот чему меня научил отец. Я никогда не сдавался. Твой отец делает фото с человеком, которого боится. Фальшивое уважение из страха. Я буду говорить с ним в бою, преподам ему урок. Вопрос для Хабиба. В преддверии этого боя вы были на футбольном матче с Конором, и он был с президентом Путиным, с которым сделал фото. Как ты себя чувствовал в тот момент? Это был хороший матч. Знаете, как я себя чувствовал? Да никак. Я никогда не хотел ни с кем фото. Неважно, кто это. Ты что, не уважаешь своего президента Владимира Путина? Нет, почему? Ты что, не уважаешь своего президента Владимира Путина? А что ты тогда имел в виду? Я не хочу фото. Объясни, ты что, не уважаешь президента? Сядь, я объясню. Фальшивая крыса, как я уже говорил, уважение из страха. Вот какие они, их выгнали из своей земли и загнали в горы. Моя семья, мой клан Макгрегоров, мы не бежали, мы сражались. Мы сражались против англичан. Моя фамилия была запрещена королем Джеймсом. А почему вы поменяли язык? У вас же есть свой язык. Что с тобой? Говори на английском. Я могу говорить на ирландском. Я могу говорить с тобой на дагестанском, на русском, на арабском, на турецком. Can I have a shot on the bus? У Ирландии же был свой язык, так что случилось? Англичане изменили твой язык, теперь ты говоришь на английском. Не твое дело, что с моим английским, ты гребаная крыса. Хорошо, у нас последний вопрос.